Окей, я тогда начну сначала. Да, Меня, наверное, сначала не вы. будет слышно, да? Добрый день, уважаемые участники. Сегодня для вас проводит вебинар Центр развития бизнес-инноваций ПИК Бишкек совместно с бизнес-омбудсменом Кыргызской Республики и секретариата. Тема вебинара «Бизнес-омбудсмен. Защитник прав и законных интересов предпринимателей». Позвольте поприветствовать господина Робина Уордсмита и спикеров Айсанат и Ислам и всех гостей сегодняшнего вебинара. Dear Mr. Robin Uordsmith, we are so glad to see you today with us. Thank you for your initiative to organize webinar on such great and relevant subject for the business. We appreciate your contribution to the entrepreneurship ecosystem of the Kyrgyz Republic. Меня зовут Эльнура Алмасканова, я специалист Центра развития бизнес-инноваций ПИК Бишкек и модератор сегодняшнего вебинара. Итак, мы начинаем. Эльнура, у вас звук отключен. Да, Она вообще пропала. Так, у меня что-то выключается микрофон сам по себе. Вы где-то... Нет, это не сам по себе, это вот соорганизатор пытается замьютить звук с посторонних аккаунтов и случайно мьютим вас. Хорошо, понятно. Где мы остановились тогда? Где вы перестали меня слышать? Буквально на последней фразе. Все, отлично. Тогда вот по традиции наших вебинаров первое слово для приветствия, для короткой презентации о ПИК Бишкек и о деятельности всей миссии программы ПИК Кыргызстан я передаю слово нашему директору Центра развития бизнес-инноваций ПИК Бишкек Искендеру Шаршееву. Искендер, прошу вам слово. Так, спасибо. Сейчас буквально секундочку я открою презентацию. Видно ли презентация? Да, видно. Искендер, отлично, тогда. Участники, дорогие участники, пожалуйста, переименуйтесь, поставьте свои фамилии и имена для нашего регистрационного листа. Это очень важный момент. Спасибо. Искендер, извиняюсь. Да, позвольте тогда рассказать немножко, уважаемые участники. Есть среди числа участников те, кто уже был на наших вебинарах, и поэтому для них, наверное, информация не будет новостью, но для тех, кто впервые подключился, позвольте дать короткую информацию про ПИК Бишкек. Что же такое ПИК Бишкек? ПИК Бишкек – это проект, программа по развитию предпринимательства и инноваций, осуществляется DAI Global при финансировании правительства Великобритании. ПИК Бишкек – это бизнес-инкубатор, акселератор. Мы вот проводим акселерационные программы, инкубационные, уже провели ряд программ, близимся уже к 20 программ. Программы именно касаются акселерации, инкубации, масштабирования бизнеса. У нас формируется база данных менторов и консультантов, которые имеют практику ведения бизнеса в Кыргызской республике и за рубежом, и передают свой опыт своим менти. Проводятся тренинги и вебинары. У нас формируется международная сеть деловых связей. Благодаря нашим партнерам мы имеем возможность контактировать с 160 странами через глобальную сеть предпринимателей. Ведется электронная платформа знаний мирового класса по бизнесу. Да, мы собираем по всему миру, насколько это возможно, и на нашей электронной платформе размещаем. И она доступна всем нашим участникам программ. Также формируем связь с инвесторами. После каждой программы у наших участников есть возможность презентовать свои проекты инвесторам и получить финансирование. В целом, это наши программы, которые мы уже провели. Мы в прошлом году сделали первый такой съезд всех наших выпускников. У нас уже на сегодняшний день больше 200 выпускников программ. Также вебинары проводятся по очень злободневным актуальным темам. Сегодня самая актуальная тема – это, естественно, определенная защита прав предпринимателей, да, и поиск информации о том, как действовать сейчас в условиях быстро изменяющегося законодательства. Благодаря этому запросу, например, сегодня мы попросили наших партнеров Института омбудсмена прочитать, рассказать о себе, о возможных инструментах, да, как защищать свой бизнес или как правильно двигаться в текущем правовом поле и какую помощь может оказать Институт омбудсмена. Также мы проводим мировые внутренние мероприятия, и одним из таких мероприятий у нас есть чемпионат мира по предпринимательству. Да, мы в этом году тоже будем его делать, мы уже 2 года подряд делаем. Начали мы с 2020 года свою деятельность, уже 2 национальных финала провели. Там есть возможность стартапам выиграть до $500 000 из Кыргызстана
стартапы и в позапрошлом и прошлом году проходили на очень хорошие места, да, поэтому я надеюсь, что в этом году кто-то, может быть, и на первые места пробьется. Поэтому подавайте, пожалуйста. И наши менторы, естественно, делятся своим опытом с выпускниками. Есть определенные истории успеха, на нашем сайте они опубликованы. Кому-то что-то помогло, да, и кто-то масштабировал бизнес благодаря опытным советам. Так что всегда будьте подписаны на наши соцсети, потому что, возможно, какой-то из менторов вас заинтересует. В целом, за 2 года существования, да, полных, мы добились определенных успехов. 200 выпускников. Выпускники наши привлекли до $500 000, да, средств. Это вот из тех, что подтверждено. Неподтвержденная сумма может быть больше после окончания наших программ. И более 100 рабочих мест прямых создано. Это наша команда ПИК Бишкек. Мы часть одной огромной команды, это ПИК Кыргызстан, в которой больше 20 человек, и у нас 3 офиса по всей стране. Вот это мы из бишкекского офиса, да, пожалуйста, прошу любить и жаловать, и обязательно подписывайтесь на наши соцсети, потому что мы будем стараться организовать больше вебинаров, больше актуальных таких мероприятий, которые помогут малому и среднему бизнесу в Кыргызстане и стартап-сообществу, стартап-экосистеме решать все оперативные проблемы, которые возникают ежедневно, да, для любого настоящего бизнесмена. Естественно, мы контент подберем. Спасибо за внимание. Пожалуйста, Эльнура. Спасибо, Искендер, за презентацию. Всех участников, кто впервые услышал о нашем центре, прошу, приходите в гости на наш официальный веб-сайт www.pic.kg, и вы найдете для себя очень много интересного. Итак, мы тогда приступаем для следующей приветственной речи. Я передаю слово бизнес-омбудсмену Кыргызской Республики. Робин Орт-Смит руководил миссиями и кампаниями по продвижению торгово-промышленных и коммерческих интересов крупного бизнеса на международных рынках. Имеет 30 лет профессионального опыта в дипломатических и торговых миссиях в Алжире, Румынии, Малайзии, Германии, Японии и других странах. В прошлом господин Робин Орт-Смит посол Ее Величества в Таджикистане и в Кыргызской Республике. Прошу вам слово, господин Роберт Орт-Смит. Please, Mr. Robin. Спасибо большое. Добрый день, уважаемые участники. Благодарю вас за участие сегодня. Я думаю, это очень важная тема. Я тоже хотел бы поблагодарить руководство ПИК за организацию семинара. Но сейчас я продолжу на английском. So, I think the first thing to say is how happy I am that we've managed to organize this. So thank you, Elnora, thank you, Iskender, thank you for the teams who've been instrumental in doing this. I'm really pleased that you guys are open and up and running now, and I wish you every success. This is a project that has been very close to my heart for 9 years. I first started arguing to UK ministers in 2013 that what the private sector in Central Asia needed in Tajikistan and Kyrgyzstan was an organization that could support business entities and entrepreneurs. Gulzada, do you want to interpret that bit? Спасибо большое. Во-первых, хочется поблагодарить организаторов за организацию данного семинара по этой важной теме, господин Шаршев, госпожа Алмасканова, и также сказать, что господин Орт-Смит очень счастлив тому, что организация, что Центр развития предпринимательства и инноваций ПИК развивается, достигает успехов. И он отмечает, что этот проект, этот центр очень близок к его сердцу, потому что, будучи послом Ее Величества, и более 9 лет назад он также поднимал эту тему в Таджикистане и о том, что необходима поддержка частного сектора в регионе. Вот. И он, более того, он настаивал на том, что необходимо организовать подобный центр. And so in my new capacity as business ombudsman, I'm determined that my organization works really close with you guys at PEAK so that we can help entrepreneurs know their rights, understand the services that we do, and we can support each other in what is a joint objective to help develop the economy and business and the country. И будучи в роли бизнес-омбудсмена, я считаю, что мы также будем находиться в близком сотрудничестве с ПИК-центром для того, чтобы информировать предпринимателей об их правах, о том, какие услуги оказываются
для поддержания самой главной цели, это поддержать для развития экономики, для создания благоприятного делового и инвестиционного климата. What you'll hear from my colleagues shortly is a lot more detail about the Business Ombudsman, about the Business Institute, about my mandate, about the work that we're doing. Далее мои коллеги расскажут более подробно о роли бизнес-омбудсмена, института бизнес-омбудсмена, а также моих полномочиях по защите прав предпринимателей. We've now been open nearly 2 years. Мы работаем более 2 лет. And my main task is to try to protect the private sector, entrepreneurs and business from illegal or improper actions on the part of the state. И в настоящее время самая основная обязанность, наша функция – это защита частного сектора, защита предпринимательства от незаконных действий, о нарушении прав предпринимателей со стороны государственных органов. What I will say, because you'll hear a little bit more about this, but what I will say in terms of what we've achieved so far and the values that we work to is that I am independent of government. I'm not paid for by government. I don't take my instructions or report to government. Вы далее услышите об этом подробнее, но сейчас я бы хотела сказать о том, чего мы достигли, и о моих полномочиях. Это о том, что мы независимы от правительства, мы, бизнес-омбудсмен, независим от правительства, не получает ни деньги от правительства, не получает задания и не подотчетен правительству. And the role, the mandate, and the way that I and my colleagues must act and work is professionally, independently, honestly, with integrity, legally within the framework of the laws and the Constitution, and without charge to any of our entrepreneurs or customers that we help. Также господин Ортсмит говорит, что бизнес-омбудсмен, а также его сотрудники работают по принципу профессионализма, независимости, честности, также законности в рамках Конституции для выполнения своих полномочий. Since we opened, we have helped companies, we've saved companies now over $22 million. С момента нашего открытия мы смогли помочь субъектам предпринимательства сохранить или возвратить сумму $22 миллиона на сегодняшний день. So despite the fact that my powers are only recommendatory, I cannot force the government to do what we say, I can only make recommendations. Nonetheless, we are seeing that we can influence government and we can succeed on behalf of our customers. Несмотря на то, что моя работа носит рекомендательный характер, тем не менее мы видим, что мы можем оказывать влияние на государственные органы, на правительство для защиты наших заявителей. And I think if we look at the economic situation today, if we look at the potential prospects for the Kyrgyz economy and for business this year, and we look back over the past 2 years, we can say that business, that the private sector needs all the help it can get. Если посмотрим на сегодняшнюю экономическую ситуацию, а также оценим перспективы за те 2 года, которые мы работаем, мы можем сказать, что бизнес-сектор нуждается в любой поддержке, которую он может получить. And my colleagues and I, just like Peak, are here to help all of you entrepreneurs and businesses who are on this webinar today, and all of your colleagues and friends. You'll hear a lot more about how we work and about our services. But let me just leave you with the reminder that we are here to help the private sector, and we take our role very seriously and look forward to working with you and helping you on any advice you need within my mandate. Также хотела бы завершить тем, что сказать, что мы я и мои коллеги, что мы делаем все возможное для того, чтобы оказать помощь частному сектору, субъектам предпринимательства и
мы готовы оказать всю всестороннюю помощь в рамках наших полномочий для защиты интересов бизнеса. Thanks very much. Спасибо большое. Спасибо, господин Робин Смит. Thank you for your speech, for your amazing speech. You are doing really great job. Как вот выше упомянул господин Робин, миссия бизнес-омбудсмена независимо защищать интересы бизнеса от неправомерных действий государственных органов, органов местного самоуправления, государственных предприятий, снижая коррупцию и улучшая в целом деловой климат в Кыргызской республике. И в этом смысле сегодняшняя тема крайне актуальна для бизнеса. Итак, мы приступаем тогда к теме сегодняшнего вебинара. Позвольте представить наших спикеров. Это Айсанат Сафарбеккызы и Ислан Джусупаев. Айсанат – юрист-практик с опытом в различных сферах, включая юридические консультации, прямые взаимодействия с различными государственными органами, включая налоговые органы, таможенные органы и финансовая полиция, также Генеральная прокуратура. До присоединения к команде бизнес-омбудсмена Айсанат Сафарбеккызы работала в международной юридической фирме Град International, где на протяжении 8 лет консультировала отечественные, а также международные корпорации. Ислан Джусупаев имеет значительный опыт в сфере разработки законодательства, регулирующего предпринимательскую и инвестиционную деятельность. На протяжении своей карьеры непосредственно занимался вопросами взаимодействия государственных органов с бизнес-ассоциациями и частными предпринимателями. Итак, Айсанат, тогда сегодня наш вебинар, то есть презентацию начинает Айсанат и продолжает Ислам. Айсанат, прошу вам слово. Уважаемые коллеги, партнеры, спасибо большое за такую возможность. Мы ценим это время, мы понимаем, что предприниматели у нас очень занятые, поэтому мы рады, что вы уделили свое время и присоединились к нам. Сегодня мы хотели бы с вами поговорить о том, что о бизнес-омбудсмене, потому что многие знают о том, кто он такой, но не совсем вот в курсе. Поэтому сегодня мы с вами поговорим вкратце о становлении, создании и модели института бизнес-омбудсмена не только в нашей стране, но и по всему миру. Мы расскажем о бизнес-омбудсмене и его полномочиях. Также мы сегодня расскажем вам о критериях приемлемости жалоб, потому что не все жалобы мы можем, к сожалению, рассматривать. Также мы вам расскажем и покажем о процессе подачи жалобы, зайдем к нам на сайт, покажем, как надо подавать жалобу, а также расскажем процедурные моменты, как мы рассматриваем жалобы, а также мы поделимся с вами с некоторыми результатами нашей работы. Если вкратце говорить о предпосылках для создания института бизнес-омбудсмена, то эта история берет начало еще с 2013 года, когда в указе президента от 12 ноября 2013 года было отмечено о необходимости учреждения такой должности, как одна из мер по устранению причин политической и системной коррупции. Однако, к сожалению, вот в 2013 году данная инициатива не была исполнена, и в 2016 году выходит постановление Джорджа Кукинеша, где опять же говорят о необходимости такой должности, о том, что такая должность должна появиться, бизнес-омбудсмен должен быть в Кыргызстане для улучшения экономической ситуации и делового климата в Кыргызстане. Далее, одна из основ базисных наших нормативов – это программа развития КР на период 2018-2022 год, где также государство перед собой поставило цель о необходимости создания института бизнес-омбудсмена. Хотелось бы вот сейчас, как Робин недавно отметил, в мире существует глобально две модели института бизнес-омбудсмена. Первая модель – это когда бизнес-омбудсмен является частью госаппарата. То есть бизнес-омбудсмен, он обычно является должностным лицом при президенте, он является госчиновником, оплачивается через государственный бюджет и является глобальной частью госаппарата. Такая модель, она справедлива и сейчас активно существует в Российской Федерации, она существует в Казахстане, в Узбекистане.
И вторая модель, это модель независимых бизнес-омбудсменов, она есть во многих странах мира, в том числе в Кыргызстане и в Украине. Эта модель, она заключается в том, что бизнес-омбудсмен не является частью госаппарата, никак не связан с предпринимателями, то есть он не финансируется из членских взносов предпринимателей, а является независимым лицом, финансируется из международных институтов, таких как, например, в Кыргызстане и в Украине. Такие независимые институты бизнес-омбудсмена финансируются через Европейский банк реконструкции и развития. Конечно, у этих двух моделей есть и плюсы, и минусы. Когда ты часть госаппарата, твои документы носят обязательный характер. Ну, не всегда, но в основном это документы, которые носят обязательный характер, и их решения, они должны быть исполняться. Но в этой модели есть свой минус, когда, будучи частью госаппарата, есть немного вопросы по конфликту интересов и независимости. То есть такие институты, они не могут быть полностью независимыми. Вот в нашем случае, да, наверное, одним из наших минусов и в то же время, я думаю, преимуществом является то, что наши документы носят рекомендательный характер, но несмотря на это мы являемся полностью независимыми, мы не подотчетные, и поэтому все наши решения, они обоснованы только на наших профессиональных знаниях, на наших убеждениях и на принципах наших, да, справедливости, беспристрастности и нейтральности. Хотелось бы также отметить, что сейчас вот разные модели и в регионе идет интеграция этих институтов. Вот в декабре 2021 года мы посетили первый форум в Ташкенте, первый форум встреч бизнес-омбудсменов Европы и Азии, где сделана попытка интеграции, где мы пытаемся не только защищать бизнес в Кыргызстане, да, но и путем такой вот интеграции помогать нашим предпринимателям, если они там, и в этом плане идти вперед. Давайте теперь вернемся к нашему институту бизнес-омбудсмена в Кыргызстане. Таким образом, вот после 5 лет активной дискуссии о том, что о необходимости создания бизнес-омбудсмена в Кыргызстане, в 2018 году наконец-то правительство приняло постановление, которым утвердило наше положение об уполномоченном лице по защите прав субъектов предпринимательской деятельности, о бизнес-омбудсмене. Далее в течение 13 месяцев шел процесс отбора не только бизнес-омбудсменов, но и всех сотрудников, шел вопрос открытия офиса. Таким образом, 17 февраля 2020 года мы официально открыли свой офис и начали получать наши первые жалобы. Вот как раз скоро уже будет 2 года, и вот мы с Исланом, можно сказать, одни из тех людей, кто с самого начала и по сей день находится в институте бизнес-омбудсмена. Теперь давайте поговорим о том, что кто такой бизнес-омбудсмен. Бизнес-омбудсмен – это уполномоченное лицо, которое на основании закона и нормативно-правовых актов Кыргызстана имеет право защищать субъекты предпринимательской деятельности. Как было сказано, бизнес-омбудсмен и его секретариат, мы не являемся ни госслужащими, ни муниципальными служащими. Мы полностью независимы, не подотчетные. Любое вмешательство, воздействие или какое-либо воспрепятствование нашей деятельности запрещается. Наши основные задачи. Чем мы занимаемся? Мы рассматриваем жалобы субъектов предпринимательства. Далее, на основании этих рассмотренных жалоб мы вносим разные рекомендации правительству, либо другим госорганам о совершенствовании законодательства или же по оптимизации процедур и методик работы госорганов. Я думаю, далее уже вот мой коллега Ислам именно расскажет о тех рекомендациях, которые мы как раз уже сделали вот спустя уже 2 года. Теперь я вкратце давайте расскажу о критериях приемлемости жалоб, потому что, как я сказала ранее, не все жалобы мы можем рассматривать.
Также вот, когда мой коллега Ислам вот ниже расскажет о статистике, вы увидите, что у нас было получено определенное количество жалоб, часть из них были отклонены. Почему? Потому что у нас есть определенные критерии. Их 4. Из этих 4 2 критерия являются незыблемыми, а 2 остальных этих критерия, они на усмотрение бизнес-омбудсмена. Первое. Мы рассматриваем только те жалобы, когда жалуется субъект предпринимательства на действия, бездействие, либо решение госорганов, органов местного самоуправления, предприятия госсектора и должностных лиц. То есть мы рассматриваем жалобы B2G, Business to Government. Все, что связано B2B или же частного спора между 2 предпринимателями, 2 компаниями, мы такие жалобы не рассматриваем. Второе, также хотелось бы сказать, что мы не рассматриваем те жалобы, которые находятся сейчас в процессе судебного разбирательства, либо по которым уже вынесено судебное решение. Тут важно сделать отдельную ремарку. В случае, если мы рассмотрели жалобу, и по результатам этой жалобы начался судебный процесс, в таких процессах мы участвуем и говорим свою независимую точку зрения, и говорим, кто был прав, кто не прав. Но если к моменту подачи у вас уже есть судебный спор или же судебное решение, к сожалению, мы такие рассматривать не можем. Это еще связано с незыблемым таким принципом разделения власти, где правосудие в Кыргызстане осуществляется только судебными органами. Также хотелось бы отметить, да, что институт бизнес-омбудсмена является альтернативным способом рассмотрения жалобы. То есть мы не являемся единственным. Да? Вы можете также обратиться не только к нам, но еще в другие органы за защитой своих прав. Третий критерий. Прошел ли год с момента нарушения ваших прав? Здесь бизнес-омбудсмен, он является более гибким. То есть он может, если даже с момента нарушения ваших прав прошло 2-3 года, мы такие жалобы можем принять. Обычно мы отказываем в тех случаях, когда данный срок, он очень большой. Вот бывают жалобы, когда заявитель жалуется на какое-то нарушение, которое произошло 6 лет назад. Мы такие жалобы не принимаем, потому что очень тяжело восстановить обстоятельства дела. Уже этого госоргана не существует, этих должностных лиц, и уже невозможно определить все обстоятельства дела. Четвертый критерий, однако он также на усмотрение бизнес-омбудсмена, это была ли использована вами возможность административного обжалования. То есть, согласно закону об административных процедурах, если какой-то госорган в отношении вас выносит решение, вы можете его решение обжаловать в вышестоящий орган. Иногда мы отказываем, когда видим, что вышестоящий госорган мог бы помочь этому предпринимателю. Если вышестоящий госорган, он данный вопрос не решил, или же субъект предпринимательства считает, что данный вышестоящий орган также является, скажем так, несправедливо вынес решение, то, конечно, мы такие жалобы также рассматриваем. Следующий слайд можно? Здесь вот вкратце мы хотели бы показать вам, как подать жалобу. Так, почему-то... Уважаемые коллеги, вы можете подать нам жалобу любым способом, который вам интересно, да, и удобно. То есть это онлайн-форма подачи жалоб. Вы отвечаете на все эти вопросы, заполняете, на кого вы жалуетесь, отмечаете все эти пункты, и потом подать жалобу. И все, и ваша заявка приходит к нам, мы сразу регистрируем ее и уже дальше рассматриваем. Однако, если вам данная форма подачи вам неудобна, вы также можете скачать нашу онлайн-форму. Это вот скачать форму. Вы можете скачать эту форму на Word, зайти, заполнить, вы можете распечатать, заполнить и уже принести эту форму к нам в офис, либо же отправить к нам на e-mail.
Сейчас вот мой коллега Ислам покажет, да, вот это аналогичная форма, которую у нас есть в онлайне, просто некоторым людям удобно в Word заполнять, кому-то удобно онлайн заполнять. Нам важно, самое главное, чтобы любыми способами вы смогли достичь нас, да, то есть дойти и рассказать нам о вашей проблеме. Потом вкратце на данном сайте вы можете также записаться на консультацию. Вы можете прочитать наши отчеты, вы можете ознакомиться с нашими кейсами, вы можете прочитать о нас новости, наши контакты и также вкратце ознакомиться с нами. И самое важное, вы можете выбрать язык, на котором вам удобно подать жалобу. На кыргызском языке, на русском, на английском. И хотелось бы отметить, мы отвечаем на том языке, на котором вы нам подали жалобу. Теперь по поводу порядка рассмотрения жалоб. С момента, как вы подали нам, как мы получили вашу онлайн-форму, либо же вы вживую принесли к нам в офис, вот БЦ Виктория Ибраимова, 103, второй этаж, либо же вы нам отправили на arys@bio.kg, в течение одного рабочего дня мы регистрируем вашу жалобу. Потом у нас есть 10 дней, в течение которого мы проверяем, ваша жалоба соответствует тем критериям, о которых я сказала ранее. Если ваша жалоба соответствует этим критериям, мы принимаем вашу жалобу к рассмотрению. Если ваша жалоба не соответствует тем критериям, о которых мы обсудили ранее, то тогда нам придется оставить вашу жалобу без рассмотрения. Далее, так как если ваша жалоба соответствует нашим критериям, начинается процедура рассмотрения жалобы. Рассмотрение жалобы занимает 90 дней. В эти 90 дней входит предварительная оценка жалобы. То есть весь этот процесс с момента регистрации по вынесению решения должно занимать 90 дней. В течение рассмотрения жалобы мы связываемся с государственным органом, звоним, направляем ему письма и задаем ему вопросы. Почему так случилось, что было и так далее. Хотелось бы также отметить, что в основном мы всегда пытаемся решить любые вопросы мирным способом. Потому что бывает такое, что иногда какое-то недопонимание случилось, либо какая-то ошибка. И когда мы пытаемся мирно решить вопрос, многие вопросы снимаются, и здесь вот мой коллега Ислам вот ниже расскажет, сколько жалоб мы смогли решить без вынесения акта реагирования. И вот уже, если в течение рассмотрения жалобы нам не удалось мирно решить вопрос, однако мы считаем, что ваша жалоба обоснована, тогда мы выносим акт реагирования, который носит рекомендательный характер. Мы направляем это государственному органу и объясняем, почему он не прав, что он нарушил и что ему необходимо сделать для устранения нарушений ваших прав. В этой части моя презентация заканчивается. Я передаю слово моему коллеге Исламу. Добрый день. Так, меня, по-моему, не видно, да? Мы вас видим, Ислам. Видите, да? Все отлично. Очень рад находиться с вами, хоть и онлайн. Большое спасибо тем, кто присоединился к нашей видеоконференции. Так, позвольте мне продолжить. Я бы хотел рассказать в первую очередь о том, сколько жалоб мы получили, сколько жалоб мы решили и так далее. До сегодняшнего дня нами было получено 200 жалоб. Как ранее Сенат отметила, не все жалобы подходят по критериям, поэтому часть жалоб были отклонены на стадии предварительного рассмотрения в течение 10 дней, и 123 жалобы были приняты к рассмотрению. После того, как мы заканчиваем рассмотрение жалобы, мы, как правило, выпускаем акт реагирования, но это случается не всегда. Бывают такие жалобы, которые решаются до того, как мы вынесли акт реагирования. Либо госорган, получив наше письмо, или же придя с нами навстречу, понимает о том, что он действительно нарушил права предпринимателя и хочет пойти навстречу, он может отменить свое решение какое-то, либо же выдать какую-то лицензию.
и до того, как мы вынесли акт реагирования, вопрос уже решается. Либо же бывает такое, что мы просто направили письмо, и предприниматель к нам уже обращается и говорит, вот мне позвонили из госоргана, сказали, вопрос решен. То есть бывают разные ситуации, но из тех ситуаций, которые до этого момента не решились, их было 33, и мы выпустили 30 актов реагирования. К сожалению, как было отмечено ранее, наши акты реагирования не носят обязательный характер, они носят рекомендательный характер. И из этих 33 актов реагирования до сегодняшнего дня приняты 5 актов реагирования. Остальные акты реагирования у нас, как правило, остаются в режиме ожидания. То есть мы дальше мониторим их, выходим на госорган, пытаемся договориться, пытаемся помочь предпринимателям тем или иным способом. Здесь я бы хотел отметить о том, на какие госорганы мы получаем больше всего жалоб. Первое место у нас занимает государственная налоговая служба. Далее у нас идут правоохранительные органы, мы их объединили, сюда входят, как известно, ГКНБ, прокуратура, МВД, ГСБ раньше был, на них тоже были жалобы. И вот мы их объединили в один блок, и вот они у нас занимают 16%. На органы МСУ 15% наших заявителей подали жалобы, на госпредприятия 14%. Госпредприятия – это, как правило, вопросы схожего характера. Это когда госпредприятие заказало какую-то услугу либо какой-то товар и на протяжении длительного времени не выплачивает эту сумму предпринимателю. На государственной таможенной службе у нас 13% и другие 25%. Я бы хотел еще отдельно отметить, что несмотря на то, что у нас среди чемпионов государственной налоговой службы и правоохранительные органы, в том числе Генпрокуратура, в последнее время именно с этими госорганами по той или иной причине у нас очень тесное взаимодействие, очень тесное сотрудничество. Они нам помогают, мы им помогаем. Возможно, это связано с личностями, да, вот, руководителей этих госорганов. Но многие вопросы, вот, связанные с этими госорганами, у нас начали решаться очень быстро. И вот, например, с Генпрокуратурой мы вместе на сегодняшний день работаем над созданием консультативного совета по защите прав предпринимателей и инвесторов. Если вот кто-то из предпринимателей еще не знает, Генпрокуратура объявила набор, но там, получается, в этот консультативный совет могут зайти только бизнес-ассоциации, но тем не менее, если вот вы хотите, чтобы ваша ассоциация вошла в этот совет, вы можете обратиться в Генпрокуратуру и вашу заявку рассмотреть. Вкратце, вот секторы экономики, в которых работают заявители. Первое место у нас услуги, производство, торговля, недропользование и так далее. По тематике, если рассматривать, если разбить наши жалобы по тематике, то первое место у нас занимает вопрос лицензирования. Второе – вопросы, связанные с досудебным производством в отношении предпринимателей. Вот, речь идет о правоохранительных органах. Вопросы, связанные с налогами, ГТС. Но видите, этот слайд, эта диаграмма очень тесно коррелирует с той диаграммой, где мы показывали госорганы, на которые подают жалобы. Здесь у нас также сидят вот бездействие органов МСУ. Это касается тех ситуаций, когда, например, какой-то предприниматель, какая-то компания занимается разработкой полезных ископаемых, например, в регионах, и приходят местные жители и не дают предпринимателю работать. В этих случаях предприниматели зачастую подают жалобы как раз-таки на местные АИЛ-УКМЭТУ, на полномочные представительства в областях, и вот как раз вот они вот в этой графе у нас сидят. Неисполнение контрактных обязательств, это вот я как ранее говорил, это вот госпредприятия в основном. Бывает и министерства, которые по тендерам должны были оплатить услуги предпринимателям, но по тем или иным причинам годами, бывает, не оплачивают. Также вот нарушения в ходе проверок, зачастую процессуальные, регуляторные вопросы, другие вопросы. У нас нет возможности рассматривать те жалобы, по которым есть судебное решение, если только исключение, вопрос не касается исполнения этого судебного решения. В этом случае мы абстрагируемся от того, что есть судебное решение, мы конкретно рассматриваем по вопросу того, что это судебное решение не исполняется. Тут у нас, например, был случай с мэрией, когда
предприниматель получил судебное решение о том, что мэрия должна ему возместить земельный участок, который он потерял по вине мэрии. И на протяжении тоже 2-3 лет этот вопрос не решался. И вот как мы подключились, этот вопрос был для предпринимателя решен. И вот здесь незаконная воспрепятственная деятельности предпринимателей. Если говорить о результатах нашей работы, можем сказать о том, что более 20 кейсов жалоб были разрешены без вынесения акта реагирования, как я говорил, да, то есть не обязательно, чтобы мы до конца 90 дней, например, тянули и потом вынесли акт реагирования. Акты реагирования могут выноситься и ранее, но и даже без актов реагирования бывает, что наши вопросы решаются. То есть более 20 успешных кейсов, вот именно вот в таком виде у нас есть. 5 актов реагирования приняты, 10 жалоб, они закрыты в связи с изменением обстоятельств. Здесь тоже мы считаем, что очень много сидит жалоб, которые были закрыты в связи с нашим вмешательством. Например, предприниматель подает жалобу на органы налоговой службы, говорит о том, что они, например, не производят ему зачет налогов, да, там с одного налога на другой не перекидывают. Мы подключаемся, мы начинаем направлять запросы, мы встречаемся с представителями госоргана, и ситуация меняется, ему раз вопросы решили, и предприниматель к нам обращается и говорит: ребята, обстоятельства уже изменились, уже не надо, можете уже дальше не работать, поэтому мы ее закрываем. И тоже очень похоже, но чуть-чуть отличается. Здесь получается жалоба закрыта в связи с отзывом заявителя, то есть он письменно к нам обращается и говорит: вот все, вопрос решил, пожалуйста, закройте ее. И вот таким вот образом наша общая сумма тех средств, которым мы посодействовали, да, то есть сумма сохраненных, возвращенных или возмещенных финансовых средств предпринимателей, она составляет порядка $22 миллионов. Это около, округлим, 2 миллиарда сомов. Здесь большая часть она связана с налогами, поэтому вот мы еще раз отмечаем, что налоговая служба в последнее время идет к нам навстречу, и у нас с ней такое тесное, взаимовыгодное сотрудничество. Примеры успешно решенных кейсов сейчас я начну, и вот, то есть она тоже, ее кейсы здесь есть, она, наверное, озвучит. Как я ранее говорил, что были случаи, когда после нашего вмешательства были налоги какие-то отменены. Это было вплоть до того, что человек-предприниматель прошел стадию апелляции, вопрос не решился, он подал в суд, суды уже начались, но судебного решения еще не было вынесено, поэтому мы еще могли по этому кейсу работать. И тут мы направляем дополнительные документы в налоговую, проводим встречи, предприниматель сам что-то тоже пытается, помогает нам, какие-то дополнительные сведения предоставляет. И на основе этого предприниматели и налоговые приходят к мировому соглашению, и вопрос решается. Да? То есть налоговая выносит новое решение, согласно которому предыдущее отменяется. Потом у нас много жалоб, они связаны, вот, когда мы помогли предпринимателям получить оплату за поставленные товары и услуги. Есть один акт реагирования, который мы направили в правоохранительный орган, и он связан с тем, что у предпринимателя при проведении обысков было изъято различное имущество, в том числе компьютеры, жесткие диски, документы и так далее. На протяжении длительного времени все это имущество он не мог его получить, он обращался с ходатайствами несколько раз, у него не получалось. Здесь мы подключились, мы пошли навстречу, встретились со следователями этого правоохранительного органа. Мы по итогам вот этой встречи вынесли акт реагирования, направили в госорган и получили ответ о том, что после получения нашего письма вопрос решен положительно, и все имущество предпринимателю вернули. Мы считаем, что это тоже очень хороший показатель. Отмена штрафа было муниципальное предприятие, которое начислило штраф, но мы, изучив нормативный правовой акт, который регулировал как раз-таки вопрос начисления штрафов по этому вопросу, мы пришли к выводу, что штраф был начислен на основании неверного пункта нормативного правового акта. И в связи с этим он не может быть основой для того, чтобы
начислять для того, чтобы предприниматель был должен и чтобы он оплачивал эту начисленную сумму. Мы пришли к выводу, что госпредприятие поступило неверно. Мы направили свой акт реагирования в госпредприятие. К сожалению, госпредприятие не пошло навстречу, они проигнорировали наш акт реагирования, и тогда мы обратились в Генеральную прокуратуру, как я говорил, Генеральная прокуратура, а именно Управление по защите прав предпринимателей. Это наш один из самых близких, наверное, госорганов, которые сотрудничают с нами. И прокуратура посодействовала нам, она рассмотрела наш акт реагирования, приняла его, согласилась с ним и направила уже свое представление, свой акт прокурорского реагирования в госпредприятие и обязала госпредприятие отменить штраф и наказать тех людей, которые вынесли вот неправомерный вот этот штраф. Это тоже вот как раз у нас вот один из принятых актов реагирования. До этого я тоже отметил, что был вопрос, связанный с исполнением судебного решения, выдачи предпринимателю участка взамен утраченного по вине органов местного самоуправления. Так, или же Айсанат, да, вот здесь, да, ты сейчас пишешься. Какие еще у нас есть результаты работы? Как мы отмечали ранее, у нас не только работа заключается в рассмотрении жалоб и направлении рекомендаций, решении конкретных проблем предпринимателей. Также мы проводим анализ нормативных правовых актов, которые регулируют бизнес-климат, инвестиционный климат в стране. Это вот всем известные инициативы Кабинета министров по принятию новой редакции Налогового кодекса, закона о чрезвычайной ситуации в экономике, Уголовный кодекс, Уголовно-процессуальный кодекс, Кодекс о правонарушениях, ряд других НПА. Как только мы получали в средствах массовой информации, либо же мы получали какое-то обращение письменное, да, от какого-то госоргана, нас просили рассмотреть этот проект нормативного правового акта. Мы проводили анализ, выявляли те пункты, которые, на наш взгляд, несут риски для предпринимателей, и направляли свои рекомендации, просили либо устранить, либо же по-другому переформатировать, по-иному написать ту или иную норму. И очень многие из наших рекомендаций были приняты, чему мы очень рады. Тоже считается значительной частью нашей работы. Кроме этого, одно из направлений нашей работы – это предоставление рекомендаций по вопросам совершенствования методов работы госорганов. То есть если какой-то госорган, на наш взгляд, в законе все нормально, но если он как-то неправильно или же с тем или иным образом, который ставит под риск защиту прав предпринимателей, если он работает, на наш взгляд, неправильно, то мы направляем ему соответствующую рекомендацию. Например, вот мы направляли рекомендации, когда вот объявили чрезвычайное положение, мы направляли рекомендации в комендатуру города Бишкек, да, в мэрию во время ЧП. Также мы направляли рекомендации в Джохор Кенеш по их работе, по доступу к информации. Вот рекомендации в Государственное агентство связи. И Сенат, наверное, захочет сейчас найти, да, какую-то рекомендацию направляли, и вот другие госорганы. Да, я могу здесь вот просто вкратце рассказать. Во время рассмотрения нескольких жалоб мы выявили, что Государственное агентство связи вместо лицензионной проверки заменяет эту процедуру другой процедурой, которая называется радиомониторинг, да, и таким образом нарушает права предпринимателей. И мы направляли рекомендацию в ГАС для того, чтобы они не заменяли одну процедуру другим, потому что не всем предпринимателям понятна разница этих процедур. И мы вот объясняли, почему это не получается, почему это неправильно, и что вот необходимо воздержаться от такой вот практики. Спасибо. Ну, и еще раз хотелось бы отметить, что мы рады всем предпринимателям, которые решат к нам обратиться. Мы очень заинтересованы в том, чтобы к нам больше предпринимателей обращалось. Здесь вот наши контакты, вы можете вот позвонить по вот этому номеру, вас проконсультируют, либо зайти сразу на наш веб-сайт или направить нам имейл, или же просто прийти к нам в офис и рассказать о том, какая у вас возникла проблема, и мы сделаем все, что в наших силах, чтобы помочь вам ее решить.
На этом наша презентация закончена. Мгм. Спасибо. Благодарим вас, Айсанат и Ислам, за столь детальную, да, и подробную презентацию. Ведь действительно многие знают, что есть бизнес-омбудсмен, но немногие знают, да, как бизнес-омбудсмен работает, осуществляет свою деятельность и может оказать поддержку малому, среднему и крупному бизнесу. Так, в чат-бокс поступили вопросы, тогда, с вашего позволения, я задам их вам, уважаемые спикеры. Да, пожалуйста. Первый вопрос от Юсупа Мавлянова. Юсуп пишет: я так понял, что ваша организация принимает жалобы на ГАНы, а на жалобы крупных госорганизаций, как Севере Электро или Кыргызтелеком, вы принимаете жалобы? Ведь малые организации и ИП не могут с ними тягаться. Вот такой вопрос был у нас в чат-боксе. Кто из вас ответит? Я думаю, я отвечу, потому что это касается, я думаю, первой части презентации, где я говорила о том, что мы рассматриваем жалобы на действия, все, что касается с государством. И вот у нас есть такое понятие, как предприятия государственного сектора. В предприятие государственного сектора входит муниципальное предприятие учреждения, государственное предприятие учреждения, а также все акционерное общество или же акционерное общество с государственной долей участия. В этой связи мы можем рассматривать жалобу предпринимателей на действия Северэлектро, Кыргызтелеком. Хотелось бы отметить, что у нас уже на практике есть вот такие жалобы, когда мы рассматривали, например, жалобу на действия, если не ошибаюсь, Государственного банка, одного из государственных банков, а также на что-то связанное с Северэлектро мы уже рассматривали жалобу. Поэтому, пожалуйста, все эти организации, в которых государство имеет хоть определенную долю, мы на них рассматриваем жалобу. А также хотелось бы отметить на их должностные лица тоже. То есть иногда бывает, что проблема не в госоргане, а проблема в конкретном должностном лице. И тогда предприниматели говорят, что вот именно конкретно вот этот этот человек не выдает мне документы или разрешения. И тогда мы рассматриваем жалобу на конкретного человека, должностного лица. Здорово, спасибо, Айсанат. Я хочу напомнить, уважаемые участники, сейчас у нас сессия вопросов и ответов, и вы можете присылать свои вопросы в письменном виде в чат-бокс, я их зачитаю по очереди нашим спикерам, а также, если вам удобно, вы можете сейчас включить свои микрофоны и задать свои вопросы напрямую нашим спикерам. Я пока задам второй вопрос, уважаемые спикеры. Вопрос поступил от Дуллон Дубаева. Были ли жалобы экологического характера, спрашивает Доллан. Например, бездействие лесной службы на незаконную вырубку леса или экотехинспекции в случае поджогов на сельхозугодья, а также топки, бань, саун, мусором, покрышками авто, что сильно загрязняет воздух, тем самым лишая права горожан на благоприятную окружающую среду. Спасибо. Были ли жалобы экологического характера, спрашивает Доллан. Я могу ответить или Ислам, ты хочешь? Пожалуйста. Ага, я могу ответить. Спасибо большое за вопрос. Как мы ранее сказали, что мы не рассматриваем, мы не делим вопросы как экологический характер, социальный и так далее. Мы конкретно рассматриваем жалобы от предпринимателей. То есть, если данный вопрос конкретно нарушает право предпринимателя и есть определенное бездействие государственного органа, и это причинно-следственная связь, то тогда мы рассматриваем такую жалобу. Если нет причинно-следственной связи, да, то, соответственно, и проблематично определить сам факт нарушения. Поэтому в этой связи, если вы предприниматель, и госэкотехинспекция, например, там, неправильно провело проверку в отношении вас, или его бездействие каким-то образом напрямую нарушает ваши права, пожалуйста, подайте жалобу, мы посмотрим, кейс by кейс, как говорится, мы анализируем и уже дальше решим данный вопрос. Если подходит по всем нашим критериям, мы рассмотрим такую жалобу. Спасибо большое. Тогда зачитаю следующий вопрос, Ислам и Айсанат. Вопрос такой, достаточно короткий. Были ли жалобы из Нарынской области, пишет Пишенбек Турсунбаев. Мне этот вопрос нравится, если позволите, я отвечу. Самый легкий, да? На самом деле у нас, насколько я помню, были жалобы из всех областей, из всех регионов. И
Мы, как я уже говорил, мы очень рады, если будем получать больше обращений из регионов, потому что считаем, вот именно в этом вопросе нам нужно сейчас усиливать свою активность. Мы выезжаем в регионы тоже, проводим встречи, рассказываем о нас. Поэтому, если мы получим еще одну жалобу из Нарынской области, то мы будем только рады, если особенно мы сможем по ней помочь. Спасибо. И еще один вопрос. По статистике при судебных разбирательствах налогоплательщиков с налоговой службой выносят решение около 98% случаев в пользу налоговых органов. Такая тенденция отпугивает потенциальных инвесторов и отечественных предпринимателей для занятия предпринимательской деятельностью. Это был вопрос, то есть это отпугивает предпринимателей и инвесторов для занятия предпринимательской деятельностью. И что нужно сделать, чтобы исправить эту ситуацию? Что делается в настоящее время с вашей стороны? Спасибо. Это вопрос от Юсупа Мавлянова. Да. Спасибо большое за вопрос. Я опять отвечу, потому что это именно та часть, над которой мы сейчас работаем. Мы очень часто слышали про данную статистику, однако вот мы недавно делали анализ и никак вот не можем найти, откуда эта статистика появилась. И плюс еще вот у Института бизнес-омбудсмена есть право же выносить не только готовить ежеквартальные и годовые отчеты, а также системные отчеты. И одной из тем наших потенциальных системных отчетов, это потенциально мы сейчас только на стадии анализа, это как раз налоговые споры. В этой связи для уточнения, это на самом деле 98% или нет. И потом налоговые же споры, они бывают не только в судебных органах, но и налоговые споры, они вначале рассматриваются в самом налоговом органе. В этой связи вот мы недавно направили запрос в Государственную налоговую службу с просьбой предоставить точные ответы по статистике, потому что мы слышали эту статистику, но никак не можем найти источник этой статистики. Мы хотим это узнать, а дальше уже мы будем анализировать, где именно проблема. Возможно, проблема в структуре рассмотрения налоговых споров. Возможно, это проблема более глобальная. Чтобы определить вначале причины, а потом уже дать рекомендации, мы сейчас вот как раз на стадии изучения данного вопроса. Спасибо большое. Я бы хотел тоже отметить, что на самом деле эта статистика, если... Я тоже не раз слышал такую статистику, и мне кажется, она вполне близка к правде. Я не видел ответа еще от уполномоченных органов, но мне кажется, это вполне реально. И если сравнивать, например, вот недавно президент Казахстана выступал, да, у них была тоже встреча с предпринимателями, и он сказал о том, что у них в судах 50 на 50 вопросы решаются. И его тоже такая статистика не удовлетворила, да, то есть у них 50 на 50, но им этого кажется тоже недостаточно, да. А вот в нашем случае, мне кажется, именно вот как наша организация работает, мы, наверное, должны усиливать свою работу именно с налоговой службой, чтобы на стадии апелляции все вот эти спорные вопросы или вопросы, которые априори должны быть решены в пользу предпринимателя, они должны уже там отсекаться, а не переходить в суд. Просто очень часто мы видим, что многие вопросы на апелляции, на стадии апелляции не решаются, и госорганы предпочитают просто судиться. Наверное, нам вот нужно вот свою работу именно на этой стадии усилить. Спасибо. Спасибо, Ислам. Бейшенбек Турсунбаев поднял руку. Бейшенбек, прошу вас, можете включить микрофон и задать свой вопрос. Саламатсыздар ма? Урматтуу Робин Ортсмит мырза, Айсанат Ислам, Бейшен Турсунбаев, торгово-промышленная палата, представитель Нарынской области. Я рад, что вы с момента организации внесли такой огромный вклад в развитие предпринимательства в нашей республике и восстановление справедливости. Если помните, вот господин Робин Ортсмит, вы приезжали одним из первых в Нарынскую область, если память не изменяет, 4 марта 2020 года. Мы как смогли собрали наших нарынских предпринимателей. Они тоже вот остались довольны, получили информацию. И Нурлан Жолдашбекович тоже вот в прошлом году говорил, что
тоже, ну, как бы в этом году пригласить. И я тоже переговорю с губернатором на этот вопрос. И где-то в конце февраля или в начале марта как бы тоже приглашаем посетить Нарвскую область. Это как бы просьба. И у меня еще есть одно предложение. Вот из ваших презентаций видно, что предприниматели в основном жалуются на действие или бездействие налоговых органов. Да? И вот в связи с введением нового налогового кодекса еще вот при вашем приезде вот мы хотели бы еще пригласить налоговые органы и совместно с вами как бы помочь нашим предпринимательствам в налогообложении, можно сказать. Спасибо. Спасибо большое за вашу помощь в прошлый раз. Мы очень это ценим. Как раз Торгово-промышленная палата является одним из членов нашего наблюдательного совета, поэтому мы тоже очень довольны, очень счастливы, что у нас такое сотрудничество. Я думаю, мы с удовольствием в конце февраля, начале марта съездим к вам с большим удовольствием. Сенат? Да, и в части, вот спасибо большое, вот в части принятия нового налогового кодекса хотелось бы отметить, что мы только вот недавно провели вебинар вместе с представителями Государственной налоговой службы, где совместно мы предоставили разъяснение о применимости налоговых режимов, и поэтому мы с удовольствием еще раз проведем такого рода вебинар, даже не вебинар, а вот уже такую, можно сказать, такой круглый стол с вашими предпринимателями, и будем рады поделиться нашим опытом. Спасибо. Спасибо. Так, еще один вопрос. Так, Бейшенбек Мырза, благодарю вас за активное участие. Тогда, уважаемые спикеры, озвучу следующий вопрос к вашему вниманию. Так, имеется ли статистика, какой сектор малого и среднего бизнеса больше обращается к вам? Спасибо. Задает вопрос Ульдиар Садыков. Конкретно по малому или среднему бизнесу мы, я думаю, посчитать могли бы, но на сегодняшний день мы не делим на малый, средний бизнес и на крупный бизнес. Мы в целом считаем, что вот я до этого в презентации показывал, большинство из тех заявителей, которые к нам обращаются, они предоставляют какие-либо услуги. Это более 20% от заявителей. Часть из них, это около 16-17%, занимаются производством, торговля 15%, потом недропользователи 10% у нас идут, потом телекоммуникация, это какие-то сотовые компании, компании, предоставляющие интернет, их около 8%. И дальше идет строительство 7% и так далее. И хотелось бы еще отметить, что в целом, я, кстати, самое главное забыла эту презентацию сказать, рассмотрение жалобы в Институте бизнес-омбудсмена – это совершенно на безвозмездной основе. Мы полностью бесплатно работаем, потому что мы финансируемся через Европейский банк реконструкции и развития, поэтому все наши услуги, они бесплатные. И, кстати же, в этой части, вот по моим личным ощущениям, по крайней мере, по тем жалобам, которые я принимаю, в основном мы рассматриваем жалобы малого-среднего бизнеса. Потому что как раз таки у меня вот есть жалобы, когда там хозяин определенного ларька, комка, да, там какой-то индивидуальный предприниматель, у которого есть добровольный патент, то есть бывает парикмахер, еще там что-то. То есть в основном, по моим ощущениям, это малый-средний бизнес. И вообще изначально идея Института бизнес-омбудсмена, она как раз и создана для помощи малого и среднего бизнеса, потому что у крупного бизнеса есть свои юридические отделы, у них есть свои юристы, они на зарплате сидят. А именно малый и средний бизнес – это когда один человек, предприниматель, он и жнец, и чтец, и на дуде, и грец, да? То есть он и директор, и бухгалтер, и свой же водитель, и свой же там еще там кто-то, да? И в этой связи вообще идея Института бизнес-омбудсмена, она как раз создана для малого и среднего бизнеса. Поэтому же в этой части рассматривайте нас обязательно как один из способов защиты ваших прав и подавайте жалобы, конечно же.
Да, спасибо, что озвучили этот момент. У меня как раз зрел вопрос по этому поводу. Вы опередили. Тогда следующий вопрос. Здравствуйте. Можно ли обжаловать неправильное решение закупающей организации на портале закупок? Спрашивает анонимный участник под никнеймом Айком. Здравствуйте. Да, Можно я ли здесь обжаловать? я дополню. У нас достаточно большое количество жалоб, как раз это связано по закупкам. В основном вот у нас уже бывают жалобы не на стадии самой закупки, а уже после того, как тендер закончился, идет исполнение договора, и обычно бывает, что госорган говорит: давай ты мне побыстрее вот поставь услугу, работу, там товар, я тебе оплачу, и там уже проблемы не оплаты. Однако у меня лично была одна жалоба, когда предприниматель жаловался на то, что на портале госзакупок были установлены не те требования. И поэтому вы попробуйте, пожалуйста, подать вашу жалобу, потому что неправильное решение закупающей организации – это очень такой, очень сложный вопрос. То есть быстро так вам ответить не получится, потому что мы должны получить ваши документы, что там было, какое решение было. Потом у них еще внутри этих порталов есть своя комиссия, которая создается, которая там рассматривает эти жалобы. Процедура прошла, не прошла, и поэтому там очень много нюансов. Вы, пожалуйста, подайте, документы все предоставьте, и мы рассмотрим. И также еще один важный момент, который я хотела сказать. Мы рассматриваем все жалобы на конфиденциальной основе. То есть вы не должны бояться о том, что вот если вы анонимно задали вопрос, значит, у вас такой, скорее всего, я предполагаю, что у вас очень такой там тонкий вопрос, где вы бы не хотели именно говорить, что это ваши права нарушены. Вы можете нам подать, мы на конфиденциальной основе рассмотрим. Если вы хотите, мы не будем, мы можем рассмотреть жалобу анонимно. Если не получится рассмотреть жалобу анонимно, мы вам сообщим о том, что не получается, готовы ли вы раскрыть свою личность. Если вы не готовы раскрыть свою личность, мы закрываем такую жалобу. Если вы готовы дальше с нами идти, тогда мы дальше уже рассматриваем вашу жалобу. Спасибо. Следующий вопрос тогда. Очень интересный вопрос. Будет ли бизнес-омбудсмен расширяться на юге Кыргызстана? Будете ли вы открывать офис? Насколько я знаю, этот вопрос поднимался в ходе наших встреч на юг. Я тоже вот с нашим руководством один раз ездил. Очень многие предприниматели спрашивали. Ну, на тот момент ответ был такой, что именно сейчас такой возможности у нас, к сожалению, нет. Но как только такая возможность появится, мы в первую очередь будем рассматривать открытие представительств в регионах, потому что в нашей даже вот стратегии развития организации такие действия тоже предусматриваются. То есть мы тоже планировали открывать представительства в регионах. Ну и, наверное, будет логично начать с юга, да? Тоже населенный, очень много предпринимателей. Но здесь я не смогу ответить однозначно. Наше руководство сказало на тот момент, что такой вариант будет рассматриваться. Здесь я хочу еще это дополнить. Вообще, возможность открытия территориальных представительств, она сейчас, это в настоящий момент, мы разрабатываем законопроект о бизнес-омбудсмене, он сейчас идет у нас на стадии обсуждения с Министерством экономики, и одним из пунктов является возможность открытия территориальных представительств в регионах. Как только мы вот эту законодательную базу заложим в законодательстве, в нашем законе, тогда, я думаю, у нас уже будет юридическая база для открытия этих представительств. А дальше это уже, я думаю, вопрос необходимости, финансов, эффективности и так далее. Но такие планы однозначно есть. Спасибо. Вы как раз таки ответили на второй аналогичный вопрос. Спрашивал тоже участник, откроется ли офис в Нарынской области. Следующий вопрос, уважаемые спикеры. Скажите, по закону о НПА, принятый НПА должен быть зарегистрирован в Минюсте, опубликован на сайте Минюста, и после этого считается действительным и действующим НПА. Но есть ситуация, когда выходит НПА, минуя Минюст. Я имею в виду, когда принят новый НПА на сайте Минюста, он отсутствует. И, что удивительно, проверяешь этот НПА на сайте 2-3 месяца, он отсутствует, а после он появляется на базе задним числом. Вот недавний пример, говорит новый принятый налоговый кодекс Юсуп Мавлянов. Что вы скажете на такой кейс, уважаемые спикеры?
Ну, я бы, наверное, сказал в первую очередь, что именно если говорить про налоговый кодекс, тут очень такая, знаете, двоякая ситуация. Он даже дело не в только, наверное, на сайте Минюста, дело в самих процедурах принятия налогового кодекса, да, но, наверное, будет достаточно сложно сейчас вот комментировать, насколько это было правильно, что он был опубликован 19 числа, но вступил в силу с 1 января. А вот по сайту Минюста, я думаю, что если бы мы получили, наверное, жалобу на Минюст и конкретно на их вот, управление, которое, ну, конечно, мы разберемся, какое управление занимается ведением вот этого сайта. Думаю, если вы к нам обратитесь, то как минимум мы рассмотрим, обратимся и попытаемся выяснить, действительно ли наша претензия будет обоснованной. Спасибо. Айсанат, вы хотели бы добавить? Ну, я думаю, что это в целом, если не вдаваться в детали, я думаю, что вы где-то правильно отметили данную тенденцию. Она в принципе, есть, ее, наверное, где-то стоит признать, но я просто вот не знаю, связано ли это конкретно с Минюстом или нет, потому что не только Минюст обязан их публиковать для общественного обсуждения, но и именно орган, именно разработчик обязан это опубликовать на своем сайте. Поэтому есть вопросы, и стоит отметить, что есть определенная процедура, вот как вы сказали, определенная процедура для публикования нормативно-правовых актов. Если определенный законопроект конкретно нарушает ваши права, и вы считаете, что процедуры не были соблюдены, пожалуйста, вот напишите, скажите, я предприниматель, я хотел бы, чтобы вот на стадии обсуждения я участвовал, но этого не было, я лишен возможности. И, пожалуйста, подайте жалобу, и мы ее рассмотрим. А так я скажу, что, наверное, такая тенденция есть, но это выходит за рамки наших полномочий, потому что одним из наших принципов деятельности является политическая нейтральность. Поэтому мы такие вопросы не обсуждаем, мы, грубо говоря, занимаемся конкретными проблемами и пытаемся их решить. Но если речь идет о нарушениях закона, норм закона НПА, я думаю, вы имеете все основания, право к нам обратиться, и мы с вами вместе разберемся. Спасибо. Спасибо, уважаемые спикеры. Это был последний вопрос сегодня в чат-боксе. Уважаемые участники, если у вас есть вопросы и вы хотели бы озвучить в микрофон, мы готовы принять последний вопрос. Так вот в чат-боксе я уже получаю такие благодарные отзывы. Спасибо вам, я получила ответы на свои вопросы о государственных закупках, пишет участник наш, и другие вот благодарственные сообщения. Благодарю за ответы и организацию мероприятия. Успехов вам, пишет Дула. Тогда, с вашего позволения, уважаемые спикеры, Айсанат, Ислам, Искендер, позвольте завершить сегодняшний вебинар. Я от всей нашей команды ПИК Кыргызстан благодарю вас, уважаемые спикеры, за то, что вы выделили свое драгоценное время и организовали такой замечательный вебинар, рассказали о деятельности бизнес-омбудсмена. Нашим же уважаемым участникам я хочу напомнить, проинформировать, что 17 февраля, ровно через 2 недели, у нас состоится второй вебинар, совместный вебинар с бизнес-омбудсменом, и на сей раз тема будет о налоговой. Приглашаю всех вас зарегистрироваться, следите за анонсами в социальных сетях. Мы обязательно на днях опубликуем пост, и вы можете зарегистрироваться на следующий вебинар. Сегодняшний вебинар записывался, поэтому мы в течение 3-4 рабочих дней отправим всем, кто зарегистрировался, но не мог физически принять участие. На сегодняшний вебинар регистрировались около 100 человек, но в связи с тем, что это рабочее время, не все могут принять участие физически.
Также приглашаю всех вас посетить наши официальные сайты, сайт бизнес-омбудсмена, чтобы получить более подробную информацию, а также обращаться, да, заполнить заявку. И также на сайте www.pic.kg, где вы можете узнать о всех предстоящих программах поддержки для бизнеса. Ну что ж, тогда передаю слово нашим спикерам. Спасибо большое вам за организацию. Очень полезное мероприятие и для вас, и для нас. И большое спасибо тем, кто смог сегодня поучаствовать. Читаю, здесь все пишут спасибо вам, но в первую очередь спасибо вам, потому что и наша организация работает для предпринимателей. Поэтому обращайтесь. Спасибо большое, коллеги. Очень рада, и давайте почаще проводите такие мероприятия. Искендер. Благодарю вас, уважаемые спикеры, уважаемые наши гостевые лекторы, да, гостевые спикеры, хозяева сегодняшнего нашего вебинара. Спасибо за очень ценную информацию о способах защиты прав бизнеса. Надеюсь, что в следующий раз у нас как раз идут актуальные запросы. Наше сообщество, да, ПИК, спрашивает, расскажите нам больше все, что знаете про налоговый кодекс, про новый налоговый кодекс, как защищать наши права, что делать с нашими текущими проблемными ситуациями, которые возникли в связи с его принятием. Поэтому мы очень надеемся, вот я уже какие-то вопросы отобрал, скинул Эльнуре. Эльнура, наверное, передаст Айдай, да, и Айдай покажет вам, и если будет возможность подготовиться по этим вопросам, будет просто замечательно 17 числа, если проведем, потому что у нас уже с момента принятия, ну, сначала обсуждения, а потом уже принятие кодекса прошло порядка 4 месяцев, и уже 2 программы прошло за это время в нашем пике, а в наших региональных пиках еще по одной программе, да, итого где-то 4 программы прошло, и из этих 4 программ, с 3 программ выпускники, ну, то есть представители бизнес-экосистемы, предприниматели уже обратились с запросом: дайте нам информацию о налоговом кодексе, да, что будет, что нам делать. Его уже приняли, его подписали. Еще время, конечно, очень мало с ним ознакомиться, но тем не менее мы будем надеяться, что по точечным вопросам, которые вот уже они нам задали, вы нам поможете, да, разъяснить, как поступить, что делать с налоговым кодексом. Я надеюсь, что это будет очень полезно всем. С удовольствием. Спасибо вам большое. Благодарю за Спасибо. участие. Спасибо. Спасибо господину Нордсмиту. До свидания. До свидания. До Спасибо свидания. большое. Всего хорошего. Спасибо вам, До участники. свидания. До свидания, уважаемые спикеры, участники. Хорошего продолжения всем дня. В течение 3-4 дней мы обязательно поделимся с вами видеозаписью этого вебинара. Вышлем на электронной почте. Всем до свидания.